того периода времени у нас началась интродукция субтропических культур и тропических. Значит, все, что практически на Черноморском побережье Кавказа, фактически начали собирать здесь. Конечно, самые древние это был ботанический сад, но это уже при ботаническом саде отдельно было организовано, самостоятельное юридическое лицо, и с того времени вот это длилось. И, а потом через определенный стала Сухумская опытная станция. Культура. У нас подвой всегда готовы. Правдами и неправдами мы добиваем и начинаем его закреплять. Начиная с первых летов, у нас на данном участке располагается из коллекции молодой более 100 наименований цитрусовых, которые в свое время были интродуцированы из европейских, зарубежных стран, как Америка, Япония, Китай, Индия, Израиль, Турция, Италия. Вот буквально, я сейчас вперед забегаю, буквально неделю назад нами интродуцировано 17 наименований цитрусовых культур, которые пока здесь не существовали. Научная работа, большая селекционная работа, и здесь в нашей селекции сорта низкорослых форм мандарина. Самые крупные формы по плодам из всех видов цитрусовых культур. Они, конечно, здесь вот как культура помпельмус и грейпфрут, и такого широкого распространения не получилось. Существуют культуры, как клементин, это к группе мандарин относится, это гибридные формы, например, грейпфрутов с мандаринами, апельсины с мандаринами, лимоны с мандаринами, и каждый определенное свое название. Но в последнее время большим спросом и популярностью пользуются самые раннеспелые сорта мандарина, которые носят название нашей родины. Неоднородный сад, потому что это связано с тем, что мы ежегодно эти новые привлекаем, высаживаем здесь как коллекционно, где маточные насаждения, и наяву мы ведем фенологические наблюдения, биохимические показатели определяем. Это состав плодов, содержание сахаров и всех необходимых элементов. Зимой тоже вот такие листва. Вот маленький мандарин, видите? Есть кислый. Это не Попробуйте. некоторые выращивают в целях селекции. Они выбирают для красоты. а есть съедобные. Ну да, уже новые. Аромат есть. Аромат хороший. Аромат есть, но жалко, что сейчас не осень. Такое разнообразие можно было попробовать. Где-то в конце ноября даже разнообразие цитрусов. Это материал для... Например, Есть же можно. птичка сеянцы. И потом уже, если вы аллергичны, Доминирует грейпфрут. да, по крупности, Вяжет чуть-чуть. Вот это. тогда можно с Надо осторожностью. платить кому? А? Платить кому это? В кассу потом. Нет, я у них в проходном сидел. Мандарины идут сладкие, кислинки не хватает. А абхазские мандарины кисло-сладкие. Вот. Да, совершенно верно. Которые размножать не получается, тогда мы используем это. У меня были сейчас сочинские друзья, Владимир Алексеевич,
Они уже мне все размеры взяли, будут проектировать очень серьезный вот этот туманную. Мальчик, девочка. Да, да, мальчик, девочка. Но у нас... Да. Это свое время. Мальчик, Леша. Плодоносит Мальчик. И девочку не мальчик. С урожаем. И сперва цветы, цветение у них сперва называют клубничное дерево. А когда Вот она это созреет? в конце, в июле где-то. Следующий месяц в конце. Значит, Вкус как клубника. Да. Такое, знаете, сочетание есть. такое. Ярко-красный цвет. Морщинистый. пупуристое Вот как лицо такое, Лёси. косточка, Как лицо Лёси оно получилось. тоже какая-то часть. Или раз, да, но этого пока никуда не годится. Оно пока нормально не поспеет. Это фейхуа. Старинная. Да, да. А я люблю, когда цветет фейхуа. Она застекленную открывалась. Вы знаете, но когда немцы отступали, и вот тот маленький длинный, вот там ребята потихоньку проектируют. Хочу сделать такой вот оранжерею, который невозможно что размножать, чтобы можно было размножать. Все на подогревом, компьютере, с с подогревом почвы. Нету. Целиком можно кушать потом. При созревании. Созревает в октябре. А родина киви это где? Китай. Изучаем, где можно урожая больше получить и качество продукции. А то, что вот эти шланги идут, здесь у нас капельное орошение. Летом мы орошаем обязательно. В киви нуждается, когда налив плода, нуждается во влаге. Значит, это идет на реализацию, это на реализации, это подходит, это все начинает чередоваться. Вот, ну 3 года надо. 3 года надо вкладывать, а потом уже цикл пошел. Потом уже можно работать дальше. А не даст им, никто не дает. Хотя сразу. Да, все есть. Персики, сливы, алыча практически на второй год у нас саженцы начинают пробно плодоносить. В этом году наш шеф взял у него дичек, прививаем на его. Ускоряется срок плодоношения на 2 года практически. Если груша на сеянце начинает там на 4-5 год, а это на 3 год может уже плодоносить. И силу роста приостанавливает, что хорошо для наших условий. Потому что персик, персик еще сорта можно подобрать. За что это все делается? Потому что в науке, если мы пока не изучим грядки, как я выше говорил, и вкусовые качества, и приспособленность к местным почвенным условиям, и метеоусловиям, мы не можем кому-то рекомендовать, что эти культуры, сорта данного сорта черешни, персика, можно, чтобы можно было выращивать. Мы сталкиваемся часто. Моисей, слушай, я купил вот такие красивые саженцы урожайные. Ну, как ты на рынке купил. Женева, Голден, Галла, Айдарет. Самые востребованные у нас сухумское шампанское. Оно по вкусу немножко схоже с крымским шампанским.
сроки созревания и по твердости чуть-чуть различаются. Персики с хороших сортов там. И мы в основном упор делаем на более устойчивые, которые меньше болеют, более урожайные. И персики в основном там, где косточка отходит, удобно в употреблении. И сейчас в современном мире более товарные сорта. В большом объеме, как и в советское время, это цитрусовые культуры, культура мандаринов. Это субтропическая культура, которых и черешни, и персики, и сливы, слава богу, все не спелыми сортами цитрусовых, а более раннеспелыми. Потому что объем производства во всем мире мандарина именно культуры 33,5 миллион тонн. Оттуда 13,3 Китай производит. Представляете? Мандарина именно, плодов. И завозится, когда в Россию, в Китай. Это наш основной Ну, рынок. приторный, Да, есть невозможно. Да. Вкуснее абхазского мандарина нет, потому что кисло-сладкий и без Да, косточек. да, да. Вот это наша... Вообще, киви двухдомный. Значит, обязательно мужской нужен и женский нужен. Иногда человек приезжает и говорит, слушай, один мужской и вот женский. Вот смотрите, это с урожаем. Посмотрите, какие плоды висят. Смотрите, с урожаем. А мужской уже отцвело, свое дело сделал. И человек дома, один корень, 1 квадратный метр, у него есть киви. Ну да. Ну, да. И женские дерево должны На быть? одном стволе. А вы на одной из них. На одном стволе, да. И она скрывает, потому что у нас же сильная жара бывает, сверху скрывает. Но капельное орошение, мы органическое удобрение внесли, нужное количество ваты, форма. То есть 5 сортов моих, вот сейчас то, что я получил, голоплодные. 5 сортов, которые все отличаются по биохимическому составу. И среди них один мы сделали для переработки. Тот киви, волосы, которые имеет, надо чистить. А это не надо чистить. А когда очищаешь, все равно мякоть уходит. То есть отход 30%. Да. И открываю, и сразу идет самотек. Он занимается своим делом, потом поздно пришел, посмотрел, сколько осталось, еще время дал, уже закончил, закрыл. Их 9 сортов мы затащили. И на открытом поле тоже посадили. Тоже с мульчированием все. И система орошения и там, и везде. Эти начали интенсивно расти. Не заходит капельное орошение, внизу органическое удобрение у него, питание дано и конечно, вот за месяц достигает она свою высоту, за 1 месяц. Но посмотрите, как он это. Приятно видеть вас в этом скромном кабинете. Вы являетесь почетнейшими гостями. Я затеял знакомство с Якутией моим коллегам, фольклористам и посоветам из Якутии. Предлагаю провести нашу встречу, быть может, в таком формате.
Вот как вы скажете? Сначала дадим слово нашему уважаемому гостю Леониду Николаевичу. Далее он с удовольствием ответит на ваши вопросы. Если они будут, а они наверняка будут. Возможно. Адам Жотович к нам сам пришел, как говорится, и он открыл дорогу к нам, дорогу, и после этого уже, после его докладов, выступлений, уже появилась вот, как бы связь с Абхазской академией наук. Ботанический институт, наш известный ботанический сад. Вчера институт сельского хозяйства. Да. Они увидели весьма интересно было им увиденное. Мы об этом говорили много. Вот огромное вам спасибо, Сергей Михайлович, Эдуард Шамилевич, Лёсик Ялкович. А остальные институты тоже собирались значит, увидеть, посмотреть, но физически просто не получилось за такое короткое время.